Здравствуйте! Вы смотрите «Актуальное интервью» в студии Валерия Наумова. В этом году леса Хангаласского, Намского и города Якутска были подвергнуты нашествию шелкопряда. Чем опасен вредитель и как с ним боролись, об этом и не только. Поговорим с Николаем Никитиным, старшим государственным инспектором Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Николай Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите для начала, что такой за вредитель вообще этот шелкопряд и чем он опасен? Сибирский шелкопряд у нас на территории республики, он всегда был, есть и, скорее всего, будет. Первые труды о нем датируются у нас еще из прошлого века, это где-то 1939 год, были зафиксированы очаги распространения сибирского шелкопряда. Это семейство чешуекрылых, вид коконопрядов, очень опасный вид для хвойных насаждений. В частности, у нас это лиственница. Также может объедать пихту, ель. И вообще, если кормовой базы нету, то и на сосну может перекинуться, что мы и наблюдали в этом году. Угу. То есть в целом это легенда, что шелкопряда нам завезли, когда промышленность развивалась, да? Да, этот вредитель у нас фоново в лесу всегда был. Получается, он у нас фоново есть, но в определенные погодно-климатические условия, то есть если у нас там сухая, жаркое лето, многоснежная зима, то есть это способствует для массовой вспышки этого вредителя. То есть он единично он у нас в лесах всегда есть, но при определенных погодно-климатических условиях он дает массовые вспышки. То есть это у нас уже разрастание количества, то есть уже идет на тысячи, то есть особей на гектары. Ну и, соответственно, у нас уже идет объедание хвойных насаждений. Угу. А вы говорите, что в Якутии датируются некоторые источники прошлым веком, да, когда появился шелкопряд. А когда примерно? 1939 год, насколько помню. Угу, угу. Тогда было написано, да, Да, первые труды были о массовых вспышках вредителя, то есть были зафиксированы уже. На тот момент, скорее всего, методы борьбы не проводились, то есть это, скажем так, методы борьбы весьма специфичные, просто их не передавишь, грубо говоря. Угу, угу. А можем ли мы все-таки ответить на вопрос, откуда появился этот вредитель в наших регионах и вообще каковы причины его появления? Откуда появилось, навряд ли смогу ответить, но оно у нас распространено по всей России, получается, и по всему миру, скорее всего, где есть хвойные леса. Угу. А сколько гектаров леса пострадало от нашествия шелкопряда в этом году и можно сравнить с прошлым годом? В конце прошлого года, по учетам осенних контрольных обследований, очаг сибирского шелкопряда составлял чуть более 230 тысяч гектар. В этом году проведены мероприятия по ликвидации очагов сибирского шелкопряда на общей площади 204 444 гектара. Работы проводились авиационным способом, химическим методом. Был использован препарат Клонрин с эмульгатором для утяжеления этого. Опрыскивалось оно с помощью авиасудов с оборудованием ультрамалого опрыскивания. Расход рабочей жидкости составлял 3 литра на гектар, где препарат клонрина и эмульгатора по 90 грамм. То есть на гектар использовался препарат 90 грамм. Остальное и смешивалось с водой. Препарат у нас входит в список разрешенных агрохимикатов и пестицидов на 2021 год. Можете посмотреть на сайте Минсельхоза, кто интересуется, там о нем подробно написано. После обработки, как пишет производитель данного препарата, в течение 5 дней нельзя собирать ягоды, грибы, и другие
дикоросы. Ну, мы рекомендовали на 14 дней, поскольку у нас обработки затянулись, поскольку площадя очень большие. Соответственно, мы 4 июля работы закончили. После этого был проведен учет эффективности биологической, где у нас гибель вредителя подтвердилась. Ну и, соответственно, сейчас уже собирать можно, это безопасно. Препарат не накапливается на грибах и ягодах, то есть он, ну, скажем, уже безвреден. Так, а с какой частотой шелкопряд вообще в целом атакует леса региона? И в каких регионах еще наблюдались вспышки распространения этого самого вредителя? У нас на территории республики, ну, по подсчетам, это каждые 10 лет данный вредитель дает вспышки. У нас вспышки наблюдаются в 2010 в заречных районах и в 2001, где были проведены также мероприятия по ликвидации очагов. Это были Хангаласский район, Хамгинский. В 2010 году была большая численность вредителя в Чоропчинском, Татинском, Хамгинском районах, где также очаги достигали до 500-600 тысяч и более гектар. А как раньше проводилась борьба с шелкопрядом до химических веществ? И в какие сроки вообще в целом необходимо проводить такие меры? Мероприятия последние проводились в 2001 году, но там также было авиационным способом, и препарат, насколько я помню, был использован тоже химический. Но он тоже был безопасен для людей теплокровных животных. Скорее всего, 3-й класс безопасности был. А в какие сроки необходимо проводить такие мероприятия? Да, по срокам. Надо проводить, получается, в начале вегетационного периода, поскольку у нас вредитель, он двухгодичный цикл имеет, то есть он после вылупления идет в спячку, зимует, получается, а после зимовки он выходит на кроны и начинает питаться. И в это время, в момент, скажем так, обильного приема пищи, надо его травить, поскольку травится препаратом кишечно-контактным, то есть он в большей мере отравляется после поедания обработанной препаратом хвои, то есть он травится, грубо говоря, данным препаратом. А в министерстве как-то прогнозируют появление шелкопряда в тех или иных районах? Да, мы сейчас ведем работу по распространению данного очага совместно с Рослесозащитой. У нас даже работают экспедиционным способом. У нас с Москвы отправили специалистов для установления границ очагов и для, скажем так, для открытия новых очагов. Сейчас у нас по прогнозам ожидается массовая вспышка в более 5 районах. Это Амгинский, Мегино-Кангаласский, Усалданский, Намский, Горный, Хангаласский. В этих районах ожидается у нас размножение данного вредителя. Соответственно, осенью после контрольных обследований у нас уже будет конкретная площадь определена, и, соответственно, будут приняты меры по ликвидации на 2022 год уже очагов данных вредителей. А как вообще исчисляется вред, нанесенный шелкопрядами, и как потом быстро или долго восстанавливается лес? У нас лиственница, то есть после первого объедания может еще восстановиться, то есть второй раз пустить хвою и восстановиться, да? Но после вторичного объедания, когда у нас идет уже массовая вспышка очага, оно уже объедается дважды, и, соответственно, насаждения уже погибают. Для определения, то есть для полного объедания в наших лесах на одно дерево в
вполне хватает около 70-80 штук гусениц для полного объедания насаждения. Еще могу подчеркнуть, что, смотрите, после объедания оно идет на окукливание, потом, соответственно, из куколки превращается в бабочку. Одна бабочка откладывает до 300 яиц. Соответственно, после вылупления гусеницы первого класса возраста идут на зимовку. То есть это уже в геометрической прогрессии оно распространяется. И, соответственно, ареалы распространения тоже большие, поскольку у нас бабочка до 5 километров может летать. Ну, и то есть лес как долго потом может восстановиться, например, после первого объедания, за какой период? На территории республики у нас, вот если брать, к примеру, Татинские и Черепчинские леса, где в 2010 году было объедание, там лес не смог восстановиться, поскольку это связано у нас с таянием многолетней мерзлой породы. То есть леса после объедания остаются без хвои, соответственно, уже лучи солнца попадают непосредственно на землю, то есть теневой базы как таковой уже не становится. И на тех местах, где вот раньше были леса в Черепчинском районе, там, не во всех, конечно, но во многих местах после объедания уже образовались такие заболоченные участки, скажем так. Так, а работают ли ученые над тем, каким менее безопасным способом можно сводить на нет этого вредителя? Ну, сейчас на данный момент имеем возможность обработать химическим способом, да, то есть там, ну, относительно безопасен для людей и теплокровных животных. Есть также еще и биологический способ, то есть там используются живые бактерии, тоже также контактно-кишечным способом, то есть опять идет отравление после поедания обработанной хвои. Но биологический препарат, он требует, скажем так, более тонкого подхода, поскольку у нас, скажем так, они вот, живые бактерии, с ними надо работать в определенные термические, то есть в определенную температуру. Их доставка сюда в субъект, это нужно спецоборудование для доставки их живыми сюда. Соответственно, еще надо будет обработать очень, скажем так, быстро, поскольку бактерии у нас живые, они могут погибнуть. Если у нас препарат задержится или застоится под солнцем и так далее, то есть он уже будет непригоден, неэффективен. Спасибо вам большое, Николай Васильевич. Будем надеяться, что вред от шелкопрядов будет с каждым годом все меньше и меньше. Ну а я напомню, что сегодня мы разговаривали со старшим государственным инспектором Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия Николаем Никитиным.